В Мегино-Кангаласском районе идет максимальная подготовка по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по безопасному пропуску весеннего половодья. В начале апреля этого года было проведено заседание комиссии чрезвычайных ситуаций под руководством первого заместителя председателя правительства Республики Дмитрия Садовникова. Тогда еще была информация о сложной ситуации по гидрометеорологическому условию. Заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников объявил, что ни в коем случае не должны допускать последствия в результате стихийных катаклизмов. Понятно, что природная стихийная сила, она, как говорится, необратимая, но в то же время мы максимально должны быть готовы. И в этом плане, конечно, я уверен, что на местах власти готовятся, максимально усиливают эту свою работу, проводят свои учения и складывающиеся события. И ни в коем случае, повторюсь, мы не должны здесь показывать свою, как говорится, неготовность, тем более безграмотность. На заседании была информация от Гидрометцентра Якутии о складывающихся метеоусловиях. Обстановка на конец марта такая, что на территории Мигино-Кангаласского района снегозапас превышал норму от 30 до 70%. Мы ожидаем на территории Мигино-Кангаласского района вскрытия реки Лена где-то в пределах с 15 по 20 мая. Водность ожидается большая. Ну, при условии образования заторов, конечно, и известные нам места их образования, это в районе села Хаптага и Тефтюр, возможно по затоплением пониженных участков рельефа местности, а также населенных пунктов. Так что хотелось бы вот обратить внимание местного руководства о том, что иметь в виду, что малые реки могут выйти из берегов и нанести непоправимый ущерб. Карта-схема по распределению снегозапаса текущего месяца также показывает высокую степень от 130 до 200%. Этот год уникален тем, что угрозу представляют и по прогнозам малые реки наши. И здесь, по сути, может появиться даже такие села, как Майя, да, могут попасть под воду. И здесь нам надо готовиться. Сегодня мы заслушали глав муниципальных образований, сельских поселений, которые доложились о готовности к предстоящим событиям. Мы надеемся, что доклады приняты, и мы надеемся, что все службы района и власти отработают в должном режиме. Визуально видно, что мы имеем большой покров снега, местами выше нормы толщины льда, и, конечно, надо готовиться к самым серьезным событиям. Ввиду угрозы затопления населенных пунктов администрация района, управление сельского хозяйства, иные органы и ответственные лица по чрезвычайным ситуациям совместно с главами поселений и городских округов проводят мероприятия по безопасному пропуску весеннего половодья. Оперативным штабом комиссии чрезвычайной ситуации и обеспечения пожарной безопасности на основании распоряжения главы района проводятся мероприятия по паводковым обстановкам. Это у нас в районе 10 населенных пунктов входит, Приленские населенные пункты и где малые речные населенные пункты включены в реестр. Каждый ответственные сотрудники свои обязанности они изложили, как они готовы, какие проблемные вопросы есть, какие предложения. Это мы все в районном комиссии услышали, зафиксировали. Нерешенные вопросы будем решать. В целом в районе готовность по мероприятиям, паводковым остановкам и по пожароопасным периодам считаем готовы. Но все равно есть мелкие шероховатости. Эти шероховатости мы в ходе работы, исполнения мероприятийных работ будем исполнять. Из числа приленских населенных пунктов Мегино-Кангаласского улуса село Рассолода под угрозой стихийного бедствия. Первый Рассолодинский наследник, то есть это старое село, территория находится в самом затопляемом месте.
Жители села, которые проживают в заниженном участке, в первую очередь терпят водную стихию. На небольшой деревне численность населения 48, из них 6 детей. Почти половина населения подвергают в зоне затопления. У всех имеются подсобные хозяйства. Как рассказывает специалист администрации по сельскому хозяйству Тамара Федорова, на округе Кыпчида в основном пожилые люди занимаются возведением крупного рогатого скота. Самай уга аманай барар түбәһәр галлар. Во время весеннего половодья в первую очередь затопляет этот участок. Когда вода подходит к городу Покровску, мы незамедлительно эвакуируем все семьи, проживающие на окраине села, в том числе и хозяйства. Те, кто здесь проживает, они привыкшие к таким испытаниям. Всегда поддерживают, помогают друг другу. Один из жителей села Петр сильно не тревожится. Он часто сталкивается с циклом природного наводнения, особенно в сезон сенокоса. Сток сена он хранит на более возвышенном месте, но все равно паводковая вода добирается до запаса сена. Вода прибывает с двух сторон, окружает нашу территорию, но к этому времени нас здесь не бывает. Мы садимся на трактор и переселяемся на верхнее село к родственникам. При заторе льда на реке во время ледохода вода быстро прибывает через это озеро и охватывает жилые участки. Это озеро Нохто, которое связывает с руслом реки Лена. Как вода прибывает сюда, всех жителей этой территории эвакуируем. Каждый год сельчане проводят учебно-тренировочные мероприятия по эвакуации. Готовность у них в этом году на высоком уровне. Сельская администрация по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций предусмотрел из местного бюджета более 200 тысяч рублей. Сейчас мы находимся в старом селе Рассолода, которое с 2010 года в связи с его постоянным затоплением переносится на новое незатопляемое место. В настоящее время вот в старом селе сейчас проживает около 50 человек, если точно 48 человек. И большинство населения уже находится в новом селе Рассолода. Проверяется готовность по отгону сельскохозяйственных животных, лошадей, коров. Оценка удовлетворительная, готовность имеется. Ежегодно подготавливается пункт временного размещения населения. Оно расположено в здании школы, будет расположено в здании школы. Его мощность составляет 10 человек, потому что в старом селе вот именно по нашим расчетам это будет меньше 10 человек эвакуируемого населения. Они полностью будут обеспечены спальными принадлежностями и горячим питанием. Эвакопункт находится в начальной школе в новом Рассолодинском наследии. Здесь будут размещены пострадавшие от паводка. Так, из учебных кабинетов мужская комната будет расположена вот здесь. Соответственно, при объявлении чрезвычайной ситуации мы издаем приказ о переводе на дистанционную форму обучения, согласованную с управлением образования. Так, если посмотреть дальше, да? Так, а вот здесь будет женская комната. Здесь. Соответствующим образом при издании приказа о чрезвычайной ситуации будут размещены кровати, столы, стулья будут убраны по соответствующим образом. Пункт временного содержания крупного рогатого скота и лошадей в новом селе Рассолода имеется в 2 местах. В обоих пунктах могут размещать по 200 голов лошадей и коров. В текущем году во время паводка планируется отгон скота и лошадей в 9 муниципальных образованиях. Будет работать 17 пунктов временного содержания скота, где будут обеспечены кормами на содержание 7 дней. Планируется до прохождения ледового паводка ремонт изгороди пункта временного размещения скота 11 километров.
и обеспечение кормами во время паводка будет организовано в объеме 44 тонн, 5 тонн комбикормов и 3 тонны овца зернофуража. Готовность проходит во всех населенных пунктах, определены и установлены, приняты нормативно-правовые акты муниципальных образований по плану отгона крупного рогатого скота, определены силы и средства, привлекаемые во время паводка по отгону скота и лошадей, уточнены подтопляемые во время паводка по району ориентировочно 77 коровников, 200 теплиц, 5 овощехранилищ, постройки, объекты сельского хозяйства. В Рассолодинском наследии объекты содержания крупного рогатого скота, их состояние, наличие кормов проверены. Планы действий по безопасному пропуску весеннего половодья утверждены комиссией по чрезвычайным ситуациям.